Рассказать вам об одном своем проекте, который, я думаю, многим будет интересен, и вы даже сможете принять в нем участие. Уже 3 года планирую создать что-то вроде атласа Кёнигсберга на прусском языке или карты большой. Я в свое время делал карту острова Кнайпхоф на прусском языке. Есть один момент. Мы используем не современную сетку улиц, а ту, которая была до 1945 года, потому что это то, как город складывался. Это то деление на районы, которое идет свою историю с прусских деревень, которые здесь были, которые сохраняли свои прусские названия. То есть фактически вся топография, немецкоязычная, так сказать, топография Кёнигсберга — это видоизмененные прусские названия районов, названия поселков, сел, деревень, из которых в итоге вырос целый большой город. Ну и также названия улиц, которые очень часто тоже имеют свою историю. Поэтому мы берем старые довоенные карты, сверяем их между собой и изучаем их историю. И то, откуда вообще изначально эти названия пошли, и как они могли звучать на прусском языке. Соответственно, у нас и получается такой интересный пласт истории. Мы фактически восстанавливаем местную топографию, местную топонимику в том виде, в котором она существовала изначально. То есть мы убираем те искажения, которые со временем произошли, и возвращаем онемеченным прусским названиям их изначальный прусский вид. Но, разумеется, в соответствии с современными правилами прусского языка. То есть остров Кнайпхоф у нас называется Книповс. Альтштадт у нас, разумеется, называется Вараместан, то есть старый город. Лёбенихт — это Липеникс, это его изначальное прусское название. Хуфен у нас называется Убай, потому что по правилам, опять же, прусского языка у нас не может быть в прусских словах в начале никакого х и никакого f. В середине тоже быть не может. Это звуки, которые встречаются только в заимствованных словах. Таким образом, капля за каплей, улица за улицей, район за районом мы восстанавливаем исходную прусскую топонимику. Этот процесс был запущен еще 12 лет назад, когда восстанавливались отдельные названия улиц, районов. Можно это все увидеть на сайте Пруса Стаута Спрейгера. Там есть отдельные статьи, где упоминаются те или иные улицы. Вот так по кирпичикам, по крупицам это все восстанавливалось. Теперь у меня есть список, где несколько сотен названий улиц, где названия почти всех районов, а их было несколько десятков. Кто-то говорит 40, кто-то говорит 50. Ну, в общем, работы предстоит много. В этой работе мне, конечно, понадобится помощь и техническая, и помощь со временем, но я считаю, что этот труд должен быть сделан, должен быть завершен, чтобы не просто так прусский язык здесь звучал, чтобы даже названия улиц здесь, соответственно, все повторялись на прусском языке, потому что у большинства современных названий, конечно же, есть довоенные аналоги, у которых есть своя история. Я опираюсь, разумеется, на карту 1931 года, потому что переименования, которые происходили во времена нацистской Германии, ни жители города, ни современные жители не принимают и не должны принимать. Но у нас есть богатая и долгая история Кёнигсберга, и мы должны ее любить, уважать и ценить. Так что я думаю, что вам тоже будет интересен этот проект, и я буду время от времени рассказывать про историю названий отдельных улиц и районов
чтобы тоже вас в это погружать. Всем спасибо за внимание.